Нередко даже в профессиональной среде можно услышать мнение, что карандашный портрет – это скорее вспомогательный рабочий материал, нежели самостоятельное произведение искусства. Участники выставки, открывшейся в Чувашском художественном музее, доказывают, этот жанр достоин отдельного внимания. Экспозиция демонстрирует все разнообразие карандашного портрета. Этот жанр буквально расцвел во второй половине 19-го, начале 20 века. Есть свои традиции и у карандашного портрета в Чувашии. Ретроспективная выставка посвящена технике рисунка. В экспозиции работы Павла Григорьева-Савушкина, Виктора Немцева, Анатолия Митова, Эли Юрьева из фондов музея и Чебоксарского художественного училища. Здесь также можно познакомиться с творчеством художников среднего поколения и молодых авторов. В 3 залах абсолютно разные манеры, техники, подходы к трактовке натуры. Рисунок удивителен еще тем, что он позволяет проявить характер, темперамент художника. То есть здесь в ход идет все. Не только контрастность рисунка, но и энергетика штриха. То есть умение провести штрих, допустим, быстро-резко, или наоборот провести этот штрих медленно, любуясь его поворотами и так далее. Все это удивительным образом проявляет личность художника. Для художника Александра Ильина портрет – это способ познания окружающего мира. У него целая серия работ. Первые герои СССР, выдающиеся спортсмены Чувашии, строители Новочебоксарска, заслуженные работники культуры республики. Профессиональному художнику, говорит, несложно нарисовать человека. Сверхзадача – передать состояние его души, его опыт, настроение. Минимум средств, максимум содержания. Он вроде бы одноцветный, но там столько форм, переходов. Ведь что такое рисунок? Это линия, граница между плоскостью. Она где-то светлая, где-то темная. И вот и штрих. За счет одного инструмента нужно передать большую гамму чувств. Работы Анны Бубновой называют гиперреалистическими. Ее грифельному перу принадлежат серия портретов Виктора Цоя и рисунки по мотивам сериала «Игра престолов». Именно карандашом, убеждена автор, можно передать все тончайшие нюансы. Людям очень нравится именно в моем исполнении черно-белая графика. Потом мужские персонажи с морщинами, с бородой, с волосами, они выгодно смотрятся в карандаше. Выставка объединяет не только творчество разных художников, но и разные времена. Несмотря на то, что в арсенале мастеров лишь обычный карандаш, но этого инструмента, как выяснилось, достаточно, чтобы передать всю полноту и многообразие. Лидия Галактионова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.